Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Какая правда открылась мужчине о вас? О чем он узнал? О чем догадался? Что про вас понял? Загадайте, пожалуйста, на мужчину и на себя обязательно загадайте. И пусть нужная и важная информация вам, мои хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Тут действительно открылось. А что у вас произошло? Что-то между вами произошло. Причем, смотрите, как клин какой-то вошел между вами. А клин как будто бы от мужчины идет. Вот вы мне идете как два голубка, да? Голубь и голубка. А потом от него клин пришел, как меч разрубил. Может, он что-то сделал, обманул, сделал вам больно, либо как-то с вами обращался неприлично, нехорошо. Вы теперь не голубка. Вы теперь, знаете, как орлица мне выглядите. Даже не просто орлица, а такая, знаете, вот птица возмездия, да, с большими когтями, с острым клювом. Он что-то сделал неправильно. Знаете, до поры до времени ваш загаданный мужчина, он к вам относился, как будто бы вы, все стерпите, от него все вынесете, что вы все поймете, все забудете, что можно просто перегибать палку, перетягивать на себя одеяло, а вы всегда будете принимать, прощать и улыбаться. Да, он перегнул палку. Он перегнул, и возмездие не заставило себя долго ждать. Я скажу так, у кого-то отыграется, что мужчина позволил себе лишнего, и ему моментально прилетело. Но прилетело не от вас, а прилетело от высших сил. Знаете, как по лбу дали и сказали, там, не смей больше ее обижать. Вот он там сопоставил параллели и такой, да, это точно, это из-за нее мне прилетело. Нельзя ее обижать, нельзя, иначе мне потом плохо будет. А у кого-то отыграется, что мужчина обидел вас, а вы ему показали, что вы не терпила, что к вам так относиться нельзя, что вы требуете к себе должного отношения, обращения и уважения. И если он не уважает вас, то и вы терпеть не будете. Вы, возможно, действительно ему что-то такое сказали, либо даже заблокировали, может, послали его куда подальше. И он не ожидал, он просто не ожидал. Он, знаете, как-то прям растерялся и сам не понял, что случилось. Может быть, он в отношении других женщин себе такое позволял, и это все сходило с рук. Он думал, что и вы такая, но вы не такая, вы себя уважаете, вы себя не на улице нашли. Вы не позволите об себя вытирать ноги и не позволите мужчине вести себя так, как ему там захочется, да? Но здесь как ответка пришла. Либо от вас конкретно, либо от высших сил прилетела. Буквально сбила его с ног. Вот как мне идет, что по лбу дали, у него там эти звездочки летают, голова кругом идет. И он просто не в состоянии понять, что это было. Почему так больно, да? Почему так сильно прилетело. Да, он понял, что вас обижать нельзя. Он понял, что вы гордая женщина. Он понял, что вы сильная женщина, и он понял, что за вас небеса могут больно сделать ему. Если честно, растерян. Мужчина сейчас просто растерян, потерян, он не понимает,
как такое произошло, какой бес его попутал, вообще зачем он на все это пошел. Ведь он вас любит, он не хотел вас обижать, он не думал, что вы так сильно обидитесь, либо он не думал, что будет такой вот разворот событий. Возможно, мужчина был не в себе, возможно, он был под чем-то, да, что все взрослые люди как бы бывает, да. А возможно, мужчина по старинке, да, с другими женщинами проходила на ура, и с вами он думал, что все будет тоже отлично. А вы такая: нет, нет, дружочек, со мной так нельзя. Если ты со мной так поступаешь, то ты расплатишься. В 3 раза больше расплатишься. И вот он расплачивается сейчас. В сегодняшнем дне я не вижу между вами какого-то особого общения. Даже если вы проживаете, в одной квартире, в одном доме, скорее всего, вы закрылись от него. Вы его к себе не подпускаете. Нет того теплого общения, нет того доверия, нет вашей улыбки, теплоты ваших глаз, заботы от вас я не вижу. И ему от этого прям не по себе, он не знает, как исправить, он не понимает, что нужно сделать, чтобы все исправить. Он почему-то думал, что вот я сейчас стану хорошим, да, буду помогать, либо как-то цветы дарить, что-то ухаживать. И она сразу же оттает и простит. Но нет, с вами это не работает. Еще раз говорю, у вас много гордости. Вы гордая женщина. Не позволите мужчинам себя обижать. Может быть, у вас уже был такой прецедент в прошлом, когда мужчина вас обижал, а вы терпели. И вы просто сейчас знаете, что так нельзя. И мужчина, его нужно по рукам бить. Да? Нельзя ему прощать, нельзя его поощрять, иначе будет хуже, все очень плохо может закончиться, особенно для вас. Но у кого-то отыграют, что вы просто от него закрылись, послали, а высшие силы полбу дали, чтобы знал, кого обижает, чтобы потише был, да, такой вот прям ему урок по жизни. Нелегко ему сейчас. Вы можете мне не верить, но я вижу, что ему нелегко. И он с кем-то вот делится, да, с кем-то обсуждает, а там человек говорит: я не знаю, чем тебе помочь. Зачем ты это все делал? Логично, ты там натворил дел, теперь расплатись. У него, кстати, видите, сердце болит. Прям кардиограмму показали. Возможно, да, он у вас там с патологиями сердца, не дай бог, либо в принципе прихватило на нервной почве. Но вот оно сердце, и вот это его кардиограмма. Угу. Плохо, очень и очень плохо, все очень плохо. А вы наоборот, знаете, вы наоборот как-то для себя, для вас, вот смотрите, я вижу, что этот мужчина понятен, все, в нем нет загадки. Вот вы уже все про него знаете, вы все про него поняли. Да, единственное, что у кого-то отыграется, что чувства, они ведь есть, их нельзя просто так вырвать из сердца и куда-то выбросить. Заглушить их очень тяжело. Но вы себя развлекаете, вы себя отвлекаете, вы собой занимаетесь, как-то вот живете, причем о нем не так часто вспоминаете. Либо как-то вспоминаете, как о дурачке каком-то, а он, видите, вон и сердце барахлит, и сам не свой, вообще не знает, как ему теперь вас возвращать, как попросить прощения. Ему хуже без вас, чем вам без него. Я вообще не вижу, чтобы вам плохо было. Наоборот, наверное, вы просто наблюдаете за ним. И на эту отсыпку пришли, чтобы просто узнать, да, как он там осознал. Да, он все осознал. Больше, чем осознал. Он на себе это все прочувствовал. Да, до сих пор ему болит. Знаете, как это больно и страшно, когда ты сам виновник своих проблем. Легко винить кого-то, но тяжело винить себя. Да, у него именно такая ситуация происходит. Но в этой отсыпке я вижу, что он будет еще стучаться в закрытую дверь и даже будет вас немножко раздражать тем, что он все равно пытается вас вернуть. Много всяких слов вам красивых расскажет, много обещаний вам даст, но не все исполнит. Потому что не все в его власти. Да? Язык без костей, наговорить можно что угодно. А чтобы что-то сделать, конечно, нужно напрягаться и причинное место рвать. А этот мужчина, он, извините, я скажу так, что он немножко в этом плане слабак. Вы сильная личность, вы во всех отношениях сильнее, чем он. И вы это понимаете.
Вот. А он не понимает до конца, да, он еще этими стереотипами мыслит, что если мужик, значит сильный, если женщина, то значит слабая. А тут такой нежданчик, да, все ровно наоборот. Ну, в вашей паре 100% наоборот. Вы без него точно не пропадете, найдете себе нового и будете прекрасно жить. А вот он без вас, знаете, как будто бы птица с одним крылом. Вроде как и есть крыло, но на одном крыле не улетишь. Да. Ему так болит эта его ошибка. Ему так болит, что вы от него отвернулись. Да. Можно, конечно, тут долго еще на эту тему рассуждать, но я не вижу в этом смысла. Я скажу вам так, мои хорошие, коротко и ясно. Этот мужчина еще вернется. И этот мужчина еще будет вас добиваться. И все, что он может сделать, он сделает. Но он не всемогущий, и вы это знаете. И если он вам нужен даже таким, то как бы будет повод его простить. И если вы прям говорите: нет, такое я не прощу, и даром ты мне не нужен, гуляй, дружочек, вот пойдет гулять. Вы свое счастье найдете, а он долго будет один, ну, может быть, с какими-то легкодоступными женщинами будет там время проводить, но так, что прям его любили, о нем заботились, так как вы, такого точно не будет у него в жизни. Он такой никому не нужен. Он нужен был вам, вы его жалели. Вы в нем что-то хорошее все-таки видели. Но другая женщина не пожалеет. Ну, сами понимаете, да? Такой души, как у вас, других женщин нет. Но опять же, вы ему были не просто любимой женщиной, вы были его путеводной звездой, вы очень много ему давали, помогали, наставляли, очень как-то осторожно и так, чтобы не навредить его самооценке. Вы очень много для него придумывали, очень много, где его очень так осторожненько перенаправляли, либо подталкивали туда, куда надо. Так что он всегда думал, что это он. На самом деле, да, за ним всегда были вы. За слабым мужчиной была сильная женщина. И от этого мужчина оказался сильным, даже сам себе. Ну а теперь правда всплыла, и все встало на свои места. Да, он страдает по вам, он страдает без вас и страдает по тем отношениям, которые он сам потерял своими собственными руками, своим поступком разрушил. Мои хорошие, ну, либо он уже пробивается к вам, да, либо вот-вот начнет пробиваться, потому что здесь фрагмент у нас в центре показан, где он стучит в вашу закрытую дверь. А что будет в будущем, только лишь от вас зависит. Потому что вы в любом случае главное в этих отношениях. Так было изначально, так и по сей день. Что бы он там себе не придумывал, вы главное. Вот все зависит от вас. Хотите, отношения будут. Не хотите, отношений не будет. И ничего он уже не сделает. Локти себе, конечно, он кусает. Хотел бы отмотать время вспять. Так это невозможно, да? Так нельзя. И от этого еще ему хуже становится. Сам не свой. У кого-то еще мужчина пить начал сильно. Ну, может, и не в запой ушел, но прям прикладывается. Потому что больно. Потому что хоть как-то заглушить эту боль. На самого себя противно смотреть в зеркало. И ничто его не радует, ничто не развлекает. Но у кого-то еще отыграют, что очень сильно ухудшились дела, потому что высшие силы его за вас наказали. Призвали к ответу и наказали. Продемонстрировали, да, что вас обижать нельзя. Именно, да, за вас прилетело. Мои хорошие, ну на этом все, потому что не вижу смысла дальше это все обсуждать. Мне идет, что он еще появится. А там уже вы сами решите, что с ним делать. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.